Владимир Путин заявил, что все решения, касающиеся пенсионного законодательства, будут тщательно взвешены и приниматься, учитывая реальную обстановку и экономики России. Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении принят. Теперь, через 2 месяца, на очередном заседании Госдумы можно будет внести правки и предложения. По словам главы государства, пока нет единого решения этого вопроса и ясности картины. Если одни радовались приближению заслуженного отдыха, то другие радуются тому, что пенсионный возраст может быть отсрочен. Об этом в материале Амины Боковой. Еще один здоровый ребенок. Сообщать хорошие новости – самая приятная часть работы. Рассказывает заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Ляля Тимурзиева. Но настоящую радость ей может принести только вовремя выявленный недуг. Именно на ранней стадии есть шанс на выздоровление у большинства больных. Поэтому очень важно не ошибиться с УЗИ. С этим Ляля Тимурзиева успешно справляется уже более 40 лет. В свои 68 Ляля даст фору любому молодому специалисту. А на УЗИ к ней люди записываются из разных уголков республики. О том, чтобы уйти на заслуженный отдых, сейчас не может быть и речи, рассказывает врач. Вопрос не только финансовый, дело куда серьезнее – любовь к своей профессии. Пенсионерам я сегодня не чувствую, потому что я очень люблю свою работу. Я читаю, я езжу на специализации, и я не сижу. Только вчера у меня был разговор с девочкой из отдела кадров, когда она говорит, когда мы принимали вас на работу, эти ваши специализации, мы никак не могли записать, их столько было. Когда от работы получаешь наслаждение, и тебе хочется, чтобы твой пациент уходил и, сравнивая тебя с другим врачом в какой-то области или в каком-то районе, приезжал, а это часто бывает, и говорил, а у меня все так же, как сказали вы. От этого получаешь большое удовольствие. И иногда даже бывают специалисты, с которыми я не знакома, в том же Ростове, когда онкологию ставишь, все, говорят им, вот вы куда ходили на ультразвук, вот туда и ходите, к этому доктору. Это тоже многого стоит. Медицина не стоит на месте. В ногу со временем старается идти и Антонина Шепетова. Ей, внимание, 82 года. Опытный психоневролог, трудится в Малгобекской больнице с 67 года. И по сей день она полна силы и энергии продолжать помогать людям. Антонина своим примером доказывает, возраст 60 и даже 70 для медика не предел. Главное – это желание работать. А накопленные знания только помогают в профессии. Если врач больной и не в состоянии работать, вот это главная планка. А так он 55 лет – это не предел для пенсии. Я считаю, что это не возраст. Мужчинам вот сейчас прибавили до 65 лет, до 65, да. Они в состоянии работать, все пенсионеры работают. Если я дома остаюсь, значит, на меня нападает тоска, я живу одна, у меня сын работает здесь, 3 внуков, но они живут отдельно. А так у меня не было никогда, чтобы остаться дома. Я всегда говорю, когда выгонят, тогда я буду дома сидеть. Специалисты золотого возраста в медицине в прямом смысле слова на вес золота. Зачастую то, на что не обратит внимание молодой врач, даже с прекрасными отметками в дипломе, обязательно заметит его более старший коллега. Вот Антонину Шепетову в больнице пока не готовы отпускать на пенсию. Она на таком участке у нас проработала психиатром. Это очень трудная работа. Но она всегда справлялась со всем. Если человек может работать, он должен работать. Если он не может, уже этот человек сам знает, что ему нужно уйти. На вопрос о повышении пенсионного возраста врачи в единый голос заявляют, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то активен в 70, а кто-то устает уже в 40. Также, по мнению специалистов, люди в наше время медленнее стареют. Причем продлевается именно активный период. Сейчас средняя продолжительность жизни в России на отметке 70 лет. К 2030 году ожидается, что она превысит 80 лет. А вот чиновники руководствуются другими аргументами для повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Принятие закона позволит увеличить размер пенсии для людей золотого возраста, а также улучшить экономику страны.
Проект закона об изменении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин был одобрен Госдумой в первом чтении. Тогда 79 региональных парламентов сказали свое «да». Положительную оценку инициативе дали и большинство профильных комитетов Госдумы. Второе чтение запланировано в сентябре этого года. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.